Кого Всевышний Аллах одарил способностью разговаривать в первые дни своего рождения, кроме пророка Иссы, мир ему? Этот вопрос ты хочешь задать мне? Да. Я отвечу, но с одним условием. Каким? Что и я тебе задам вопрос. Хорошо. Ну давай уже, отвечай. Сейчас отвечу. Кроме пророка Иссы, мир ему, разговаривали, будучи младенцами, трое. Свидетельствовавший за пророка Юсуфа, мир ему, Сахибу Джурадж и сын женщины, которая ухаживала за волосами дочери фараона. Расскажи нам про них подробнее. Про свидетельствовавшего за пророка Юсуфа, мир ему, сказано, он сказал: «Это она пыталась соблазнить меня». Свидетель из ее семьи сказал: «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он лжет». И свидетельствовал свидетель из ее семьи. В хадисе рассказывается, что разговаривали, будучи младенцами, четверо. Те трое и еще пророк Иса, сын Марьям, мир ему. Ты разъяснил об одном, а остальные? Жил среди иудеев верующий человек, его звали Джурадж. Он построил храм и там же поклонялся. Одна из иудеек сказала: «Если вы хотите, я смогу его соблазнить». Ей ответили: «Да, мы этого хотим». Она зашла к нему, но он выгнал ее. Потом она пошла к пастуху и родила от него ребенка. Люди начали расспрашивать о ребенке. Она ответила: «Это от Джураджа». После этого они приходили к Джураджу, упрекали и проклинали его. Даже разрушили его храм. Он спросил их: «Что с вами?» Ему ответили: «Ты совершил прелюбодеяние с этой женщиной, и вот ее сын». Тогда Джурадж встал, совершил молитву, после этого обратился к младенцу с вопросом: «Скажи, кто твой отец?» И тогда младенец ответил: «Я сын пастуха». Да благословит тебя Аллах. За что вы его хвалите? Продолжай. Расскажи нам про сына парикмахерши. Сейчас. Была у дочери фараона верующая парикмахерша, которая скрыла свою веру от жителей дворца, поклоняющихся фараону. А дальше? Однажды, когда она расчесывала дочь фараона, упала расческа из ее рук. И, поднимая расческу, она нечаянно вымолвила: «С именем Аллаха». Дочь фараона спросила: «Ты имеешь в виду моего отца?» Парикмахерша привыкла не лгать и ответила, что ее отец не является Богом, а Бог лишь только Всевышний Аллах, который создал всех нас. Вот это смелость. Продолжай, Мухаммед. Затем она рассказала это отцу. Фараон приказал привести эту женщину и ее детей, разжег огонь, затем сказал женщине: «Или ты отречешься от своей веры, или я брошу твоих детей в огонь». Проклятый враг Аллаха! И она отреклась? Нет, Аллах велик! Она поистине верующая. Затем он начал бросать ее детей в огонь, одного за другим. А женщина эта стояла на своем. Когда же очередь дошла до младенца, эта женщина не выдержала и решила повиниться фараону и чуть не отреклась от своей веры. Но вдруг Всевышний одарил младенца способностью говорить. И он сказал матери, чтобы она стояла на своем до конца. И она держалась, пока не умерла. Такова была вера этой женщины. Молодец, Мухаммед. Клянусь Аллахом, мы услышали от тебя много полезного. И я расскажу вам одну историю. Хватит. Я ничего не хочу слушать.